Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы вашему вниманию предоставляем консультацию к вступительному экзамену по программе магистратуры по направлению 440404 профессиональное обучение по профилям педагогика, психология высшего образования и технологии управленческой деятельности в сфере образования. Зовут меня Габитова Эльвира Маратовна, я являюсь доцентом кафедры педагогики, психологии профессионального образования и председателем предметной комиссии по данному экзамену. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому экзамену. Экзамен будет состоять из двух частей. Первая часть – это тестирование, и вторая часть – это образовательный проект. На тестирование отводится 60 минут. В тесте всего 30 вопросов с выбором правильного варианта ответа. Экзамен будет проводиться в соответствии с вашим расписанием 3 августа и 18 августа с 10 до 15:00. В это время вам необходимо будет зайти в систему, ввести тот логин и пароль, который вам пришлют на электронную почту. Самое позднее время входа в систему – это 14:00. После входа начнется отсчет времени 60 минут, в течение которых вы должны будете ответить на вопросы теста. Просьба внимательно отвечать на вопросы. После того, как убедитесь, что на все вопросы вы ответили с вашей точки зрения правильно, только после этого нажимаем на кнопку «Завершить тест». Также в период с 10:00 до 15:00 вы можете прикрепить свой образовательный проект, который вы должны будете разработать, выполнить заранее. Теперь давайте поговорим более подробно о требованиях к тесту. Вопросы в тесте состоят из различного вида. И вопросы включаются из раздела «Введение в профессионально-педагогическую деятельность», «Общая профессиональная педагогика» и «Педагогические технологии». При выполнении тестирования вы должны будете продемонстрировать знания и владение системой научных психолого-педагогических понятий, знанием педагогической теории и концепции и методом профессионально-педагогической деятельности. Пример тестового задания у вас представлен в программе по подготовке к экзамену. Вторая часть экзамена у нас образовательный проект. Образовательный проект – это продукт самостоятельной работы, который представляет собой документально оформленную в письменном виде программу развития образовательной организации в конкретном направлении, в которой прописаны цели, задачи, условия реализации. Примерная тематика образовательных проектов также представлена в программе по подготовке к данному экзамену. При разработке образовательного проекта вы должны исходить из того, что этот документ является основным инструментом управления инновационной деятельностью в образовательной организации. В этом проекте вы должны последовательно ответить на следующие вопросы. Что вы хотите изменить? Что не устраивает в полученных результатах? То есть прописать цель вашего проекта. Что вы хотите достичь и через какие изменения? Что для этого у нас есть и что потребуется? То есть необходимо сделать свод-анализ сильных и слабых сторон, наличие и отсутствие ресурсов. Также вы должны будете ответить на вопрос, как мы это будем изменять, что будем делать. То есть предполагается управленческая модель изменений и поэтапный план его выполнения. Как вы будете оценивать достижение поставленных целей, что может вам помешать в достижении этих целей,
какие финансовые средства для реализации вашего проекта потребуются. То есть, возможно, и необходимо будет составить финансовый план. Критериями оценки образовательного проекта будут целевое назначение, инновационность, концептуальность, управляемость и воспроизводимость. Пример титульного листа у вас представлен также в программе. Также обязательным элементом является в образовательном проекте актуальность, замысел образовательного проекта, описание актуальной ситуации, то есть вы должны написать, что уже есть, какие есть ресурсы, кого включить в команду, есть ли похожий опыт и так далее. Также необходимо будет прописать цели образовательного проекта, задачи, методы образовательного проекта, критерии успехов и неудач образовательного проекта, свод-анализ образовательного проекта. На стадии образовательного проекта необходимо вам будет провести анализ внешней и внутренней среды образовательного рассматриваемого образовательного процесса. Также необходимо будет указать этапы и сроки образовательного проекта, мероприятия по реализации проекта, предполагаемый состав участников, ожидаемые результаты образовательного проекта и список используемой литературы. Рекомендуемая литература, которую вы можете использовать при выполнении образовательного проекта, также представлена в программе по подготовке к экзамену. По всем вопросам, которые у вас возникают, вы можете писать на электронную почту, представленную на слайде. В день консультации можно написать и до начала экзамена. Хотелось бы вам пожелать удачи, внимательно отвечать на вопросы, больше творчества при выполнении образовательного проекта. Ждем вас всех на нашей программе. Удачи!